Так, ребят, ну что, всем привет. Очередные выходные. Погода, ребята, такая, что ни на есть самая дерьмовая. На рыбалку не выехать. У нас дела, ребята, дела по гаражу. И чтобы это как-то было симпатично, мы все пробуем наш казан, который приобрели совсем недавно. Вот второе блюдо, третье уже, да, Ларис, будем готовить. Лариса Юрьевна на связи. В общем, ребят, жду шифер. Сейчас должны привезти шифер на гараж. И, в общем, мы решили опять что-то замутить. В общем, Ларис, рассказывай, что сегодня будем готовить. Мы будем готовить жаркое в казане из свиных почек. Интересно. Это на любителя, ребята, ливер. Ну, ливер я очень обожаю. Я до этого почки отмачивала целые сутки, меняя воду каждые 2 часа. Сейчас замочила в молоке. Они уже у меня мучатся 3 часа. Также нам понадобится сливочное масло, растительное, смесь перцев, хмели, сунели, сметана, картошка и лук. В принципе, все простенько, да? Да. Но Ну, это очень вкусно. все, я понял тебя. Ну, давай, что. Казанчик разожгли, ребята, все, он у нас топится. Печка, точнее, начинает. Ну, в общем, Лариса сейчас начнет, тут уже картошки сделала. В общем, сейчас начнет она тут. Крупными кусками сделала. Ну, понятно, короче. Более или менее. Ага. Все понятно. Ладно, что, начнем. Тоже достаточно крупный блин. По поселку, ребят, стоит такая дымка.
Это говорит о том, что сегодня суббота, ребята. И ну, можно заметить вот такие маленькие трубы, которые дымят. Это, ребята, топится баня у людей. Здесь могу сказать точно, прям 100%. Здесь, наверное, ни одной ванны в поселке нету 100%. Ну, может быть, у кого-то есть душевая кабинка, в которой стоят новые домики, которые ребята сами сейчас построили. Ну, вот в плане типа вот таких. А так, в общем, ребята, у всех бани. Баня, 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 баня. Везде баня. Это наша такая, не то что традиция, скажем, а это просто гигиена человека. Пока будет картошка с луком обжариваться, они еще в молоке полежат. Разрезанные, да. Угу. Они и мягче станут, и то есть запаха ливера совсем никакого не будет. Мягкий вкус останется. Я к чему, ребята, этот вопрос поднял, то что раньше здесь была бабушка, у меня жила, сейчас, к сожалению, ее, конечно, нету. Ну, в общем, держали скотину, и обычно это в это время, вот в ноябре, когда уже первые морозики, скотину резали. И что мой отец, что дядька мой, что дед мой, вот так, пока полили там свинью, разделывали ее, постоянно была большая сковородка с луком, это ливер, это почки, печень, сердце. Прям свежее, она еще теплая, ребят, я помню это все это дело. Это было давно, конечно, я еще был маленький. Вот обычно в это время уже скотину заготавливают при первом морозе, чтобы можно было уже ее ложить в коридор, не в холодильник. Раньше и с холодильниками было проблемы, чтобы уже мясо было мороженое. Кстати, вчера, ребят, было у нас -8, сегодня +2, опять все тает. Вчера было морозики, сегодня у нас ребята даже вышли на лед, на озера, 3 сантиметра. Дают мне подсказки, звонят, говорят, что на лыжах, на корытах, а не на льду. Ну, мы немножко подождем. Ну, как-то так. Так, ребят, ну что, печка немножко разгорелась. Ставим казан. Ставим казанчик прогреваться. Все, пускай греется. Многие писали то, что Андрюха взял бы на литров 20 казан, печку с дымоходом. Да, конечно, печка, если с дымоходом была, ребята, намного было удобнее. Но мне кажется, если на литров 20 и с дымоходом, это уже конкретно на участке, чтобы эта печка была с казаном. Потому что это намного больше. Казан у нас 8-литровый, печка побольше, еще плюс дымоход. Это много тяжести, ребята. А мы брали печку и казан с тем расчетом, чтобы брать его в походы. Чтобы он был как бы немного полегче, чем какой-то основной там большой казан, большая печка. В общем, в принципе, можно и дома готовить, и брать с собой на рыбалку. Одну картошку, смотри, забыла порезать. Картошечка у нас покрылась корочкой. Теперь мы будем добавлять лук. Лучок. Да, чтобы он тоже обжарился, чтобы не превратился в кашу.
лука поболее, потому что я люблю лук. Согласен. С одной стороны, ребят, дымоход, да, вот как многие писали, да, я не спорю, немного будет удобней. Но тут прям дымочек, ребята, попадает на пищу. И такой вкус копчености он создает. Тем более дрова такие использую не еловые, а это береза и осина. То бишь как раз самое то. Немножко копчености. О, нет? Лучше подробнее. Это уже нормально. Это уже мне нравится. А запах. Теперь добавляем сливочное масло. Пусть у меня Андрюша еще толстее. Соль. Перца. Теперь добавляем перец. Теперь сметана. Все, ребята, снимаем. Пускай доходит. Что? Я говорю, зарежь, говорю, вопрос. Паша Ковалевский, простая рыбалка. Всем, друзья, не болейте, крепкого-крепкого, от души родные, держитесь. Дрюня, спасибо тебе, роднулька моя, за поддержку. Спасибо, родной, за связь. Спасибо, дружище, я надеюсь, мы увидимся в этой жизни. По-любому. Сейчас за стол, друзья. Сейчас мы за стол садимся с Андрюхой. По телемосту будем с ним немножко провожать мою корону куда-нибудь. Куда-нибудь вообще. Куда-нибудь. Даже не буду делать какие-то места дислокации, абы не огорчить никого. Но будем
Будем надеяться, что она вообще покинет нашу эту планету. И будем надеяться, что все будут живы, здоровы. Вам, друзья, крепкого-крепкого от души. С Белоруссии, да, брат? Беларусь, Гродно. Красавчик. На связи. Сибирь мне часто пишет. Сибирь, Урал. Всем, друзья, всем России, матушки огромный, душевный. Оттуда больше идет поддержки мне, чем... Пускай меня не обессудит родная Беларусь, но Россия, матушка, меня больше поддерживает, чем моя же родина, грубо говоря, так. Не обессудьте, друзья, но как есть, так есть. Правда, матка. Ну что, брат, вот такая у нас штуковина получилась. Картошка настоялась. Она такая вкусная. Вообще огонь. Все, ребята. Ну все, ребята. Приготовили мы обед. Погода даже что-то как будто яснить начинает. Сейчас созванивался с Пашкой из Белоруссии. Заболел коронавирусом, ребята. Короче, дома, домашний. В общем, привет, Пашка, тебе огромный. Ну и, ребята, если не сложно, ссылочку в описании оставлю. Зайдите в Пашке свой канал, посмотрите. Фидерная рыбалка, вот такая бомбезная. Ну и кто из Беларуси, я думаю, будет интересно посмотреть местность ваша. Так что, ребята, ссылочка в описании. Заходим, подписываемся. Ну вот, помыли казанчик, ребята. Все, он жирненький у нас, чистенький. Красота. Не знаю, кто-то писал, что почему он такой черный, он должен быть таким, выглядеть вот так. Нет, ребята, вот, в целом, как бы это даже не краска, он прям из такого металла. Ладно, братцы, что, будем обедать? Вот такая вкусняха получилась. Мама, правда, у нас не кушает. Потроха нет. Она рыбу больше, кстати, сделала уху, ребята. Сейчас. Уха. Рыбная уха. Наше блюдо сегодня. Речная рыба. А это речная рыба, которую ловим, ребята. Это вот, как сказать, камятская уха. Уха. Лещ. С майонезом. С маслом, сливочным маслом. Вот два блюда, ребята, мясо, рыба. Мама не кушает у нас мясо, а мы зато любим очень сильно. Все, давайте за здоровье. Мясо ем, только потроха не ем. Все, всем, Ну ребята. давайте, приятного аппетита. Всем приятно, вкусно ли? Видите, он привезет. Его погрузили вы. Сейчас не знаю, они там перезваниваются. Пока их не пошевелишь, они не пошевелятся. Деньги засапали, так все, что, выручка есть. А то, что их там когда повезут, они не волнуются. Нормально, мягкие, да? Мам, попробуй. Реально вкусно.